Вот, знаете, аналогичной фирмы у нас были машины, они тогда назывались Siemens, с 92 года. Часть машин у нас до сих пор работает, они очень качественные. Наши специалисты, это доктора. Доктора, молодые доктора, закончил тоже Московский институт стоматологический. Мария Федоровна, я врач-стоматолог-ортодонт. Сегодня мы с большим волнением и гордостью открываем филиал нашей стоматологической поликлиники города Якутска. В частности, мы открываем отделение детской стоматологии. У нас здесь будет детский прием. Хотелось бы отметить, что мы накопили уже немалый опыт работы с пациентами младшего возраста и очень хотим поблагодарить за понимание и поддержку руководства республики, Министерства здравоохранения и общественности. Нашим маленьким пациентам, мы хотим сказать, мы открылись. Добро пожаловать. Правильно. Спасибо. Германское производство Сирона Интего. Это последнего поколения стоматологическая установка. Вообще стоматологическая установка, значит, он состоит из нескольких блоков. Да? Стоматологическое кресло приводит три положения: положение сидя, положение полулежа и положение лежа. Блок светильный, да? Здесь, значит, работает он тактильное и вот это вот сенсорное. Это рабочая панель управления. Значит, здесь два наконечника. Один наконечник механический, он низкоскоростной, он идет до 10 тысяч оборотов в минуту. Мы работаем одноразовыми наконечниками, только одноразовым наконечником. Есть еще у нас наконечник высокоскоростной, да, это называется турбинный. Турбинный, он оборотов, значит, от 100 тысяч до 300 тысяч оборотов в минуту. Это для промывания кариесной полости, при высушивании, здесь с одной стороны высушивание. И наконечник у нас идет все подсветка. Здесь описано сенсорное, в основном идет как положение кресла. Положение первое, второе, они отличаются. Вот здесь у нас есть, значит, кнопочка, кнопку открываем, панель вверх поднимается, ну, регулируется для удобства врача. Пылесос, вот это вот пылесос у нас, да, это вот слюноотсос, тоже идет все одноразовое. Расскажите, пожалуйста, о мощности нового филиала. Сколько человек может принять в день? В день наш филиал может принять 100-120 человек. Да, много. 100-120 человек, но мы никому не отказываем, у нас идет прием по неотложной помощи, это значит острая боль, необходимая, да, поэтому у нас, значит, поликлиника открывается с 8 часов до 8 вечера без перерыва, поэтому с 8 до 8 часов мы принимаем всех, у кого есть острая боль. А штат сколько у вас врачей? Штат в этом филиале будет 7 человек. 7 врачей? 7 врачей. А медсестер сколько? 5. 5 медсестер. Искусственный камень. Столешница из искусственного камня. Да. Снабжено внутренней корзиной для сбора мусора. Для удобства врачей сделано специальное отверстие, чтобы у врача были минимальные движения. То есть врач руки помыл, по отверстию руки вытер и туда бросил. Все предусмотрено для дезинфекции помещения, спрей быстрого реагирования, одноразовая ветошь для уборок и сборник для острых. Все соответствует международным стандартам безопасности. И здесь у нас находится шкаф, бактерицидная камера для хранения стерильных инструментов хорошего класса, занимает небольшое место в помещении, и в то же время она очень удобна и компактна. Это встроено? Да, встроено. Чем хорошо, что удобство врача, удобство медсестре в использовании. Ну, это все, конечно. Здесь температура или ультрафиолет? Ультрафиолет. Ультрафиолет. Да.
ультрафиолет. Обработка у нас на основной базе Федор Попова 16. Здесь все предусмотрено для работы медсестры. Здесь рабочий стол медсестры для работы с врачами. И здесь рабочее место медсестры для обращения с пациентами. То есть у нас идет универсальная медсестра нового поколения. Компьютеры новые тоже у вас? Компьютеры новые. Моноблоки? Моноблоки. Здесь установлены моноблоки, здесь установлена сеть. Здесь будет работать Елена Андреевна. Работает непосредственно. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Иванова Тамара Александровна, я врач-ортодонт. Вы где заканчивали? Я заканчивала Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова. Почему решили стать ортодонтом? Ортодонтия мне понравилась, когда я была студентом 4-го курса. Очень здорово, мне нравилось читать снимки рентгеновские, работать с пациентами, с пластинками, с детишками. Очень здорово смотреть, как передвигаются зубки, как исправляется прикус. И в итоге у пациентов красивая улыбка, эстетика. Приходите к нам лечиться, ждем. Спасибо, пожалуйста. Меня зовут Сидоров Юрий Семенович, врач-стоматолог. Вы где заканчивали обучение? Московский государственный медико-стоматологический университет имени Семашко. В 2011 году закончил. Хорошо. Почему вы решили стать стоматологом? Чтобы дарить людям улыбку, красивую улыбку. Вам нравится новое рабочее место? Конечно, нравится. Современная аппаратура, производство Германия. И пожелать Красивой улыбки. И радоваться. обращаться сколько раз к стоматологу? Раз в полгода надо ходить к стоматологу для профилактики заболеваний полости рта. Приглашаем к себе на прием. Милости просим. Записывайтесь. Спасибо большое. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитриева Алена Александровна, я врач-стоматолог, детский терапевт. Вы где заканчивали? Иркутский государственный медицинский университет. И почему решили стать детским стоматологом? Лечить детей – это очень современно, это очень хорошо, потому что дети – это наше все. И если у людей с младшего, самого раннего возраста будут хорошие зубы, то и в дальнейшем это является профилактикой зубочелюстных аномалий и зубочелюстных проблем в дальнейшем. Спасибо большое, удачи.